Подсудимый Матаев, ваше мнение в отношении представителей массовой информации? Я думаю, если открытый суд, пусть присутствует. Я думаю, они мешать не будут. Я думаю, что так. Ясно. Я считаю, что суд должен объективно пройти, и пресса должна присутствовать. Тем более речь идет о Союзе журналистов, Национальном пресс-клубе и Международном агентстве КАСТАК. Дело председателя Союза журналистов Казахстана Ситказы Матаева антикоррупционная служба рассматривала почти полгода. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму более 600 миллионов тенге. Это порядка 1 миллиона 700 тысяч долларов США по текущему курсу. Вместе с отцом на скамье подсудимых его сын, гендиректор Международного информационного агентства КАСТАК Асет Матаев. Во время следствия Матаевы находились под домашним арестом в Алма-Аты. Прежде чем передать дело в суд, их перевезли в Астану и поселили в съемную квартиру. Я хочу вам сказать, жить в одной комнате с финполовцами, понимаете, я еще как бы ориентацию не потерял. Это одно. Второе. Ночью комары и клопы, вот они могут подтвердить, они даже не продезинфицировали. Вчера пришли, сфотографировали, я не знаю, может они, это их квартира, чья-то там финполовская, я не знаю. Но там жить невозможно. Просто я могу район сказать, где они как бы эту квартиру нашли. Это вокзал. На вокзале нашли квартиру. Клоповую. Честно говорю, я весь покусан и могу вам показать. Адвокаты председателя Союза журналистов Казахстана ходатайствовали о выходе подсудимого под залог. Матаев-старший серьезно болен. Даже в зале суда он постоянно контролирует давление. Говоря, уважаемый судья, я мог бы на суд не приезжать. Мне предложили провести две операции. У меня в почках опухоль нужно сделать, на головном мозге нужно сделать, вам сказали, диагнозы подтверждены. Я вчера должен быть госпитализирован, но я просто сказал врачам, я 6 месяцев ждал этого суда, я хочу присутствовать на этом суде, я хочу доказать свою правоту. По мнению представителей прокуратуры, Матаев должен находиться под домашним арестом. Сроки домашнего ареста в отношении Матаева продлевались до 22 июня 2016 года без изменения условий содержания под домашним арестом. В надежде на то, что он возместит ущерб и окажет содействие органу следствия. Однако Матаев Ситказы причин ущерб не возместил. Какое-либо содействие в установлении всех обстоятельств по делу и определении точной суммы причин ущерба не оказал. Судья Акбулат Курмантаев оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения, проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы, а также рассмотрения дела в суде города Алма-Аты. При этом он разрешил врачу-кардиологу присутствовать в зале судебного заседания. Не исключено, что даже и на суд может быть какое-то оказано давление со стороны Генеральной прокуратуры, того же комитета. Это мое личное субъективное мнение. Почему они здесь собираются, другие причины просто не могу найти. Кроме того, мой подзащитный озвучил, что будет участвовать в ряд зарубежных средств массовой информации, но большая часть их представительств находится в городе Алма-Аты. Видать, им тоже проблематично. И, скорее всего, это тоже один из вариантов, чтобы было поменьше, как говорится, ваших коллег здесь. Тем более еще из-за границы. В деле также фигурирует бывший председатель комитета информатизации и информации Талгат Казангаб, заведующий отделом информационного обеспечения Верховного суда Булат Калиенбеков, один из директоров национального оператора связи Казахтелеком Батыр Махамбет Тажиев и ряд высокопоставленных чиновников. В сегодняшний день в отношении них уголовное преследование было прекращено по статье 65 Уголовного кодекса ввиду деятельного раскаяния. И они обратились с заявлением на имя следователя. Следователь, рассмотрев это заявление, уголовное дело своим поставлением прекратил. После чего они были передопрошены в качестве свидетелей. Ну и сейчас, я так полагаю, они находятся в списке обвинений как свидетели. Главное судебное разбирательство по делу Ситказы и Асета Матаевых начнется 23 августа в Висийском районном суде Астаны. Айнур Коскин, организатор СПАНов, «Настоящее время».